Здравствуйте, вы смотрите новости на Алато-24, в студии работает Чолпон Медетбекова. Президент Сооронбай Жээнбеков выступил с видеопосланием в Нью-Йорке на саммите по биоразнообразию, организованном в рамках 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем обращении глава государства отметил важную часть внешней политики Кыргызской Республики, которая является продвижение экологической дипломатии и зеленой экономики. Сооронбай Жээнбеков обозначил вклад Кыргызстана в развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Важной частью внешней политики Кыргызской Республики является продвижение экологической дипломатии и зеленой экономики. Мы страна экологически чистой продукции и чистой энергии. В ноябре прошлого года Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение об изменении климата. Наша страна ориентирована на постепенное сокращение потребления традиционных источников энергии. Кыргызстан активно поддерживает международные инициативы в сфере экологии и продвигает свои собственные. Прежде всего, это учреждение международных саммитов по сохранению снежного барса, обновление резолюции по предотвращению радиационной угрозы в Центральной Азии, проведение Международного года гор и создание группы друзей горных стран. Уважаемый председатель, в рамках текущей сессии Генеральной Ассамблеи Кыргызская Республика внесет следующий проект резолюции по сохранению мирового биоразнообразия. Природа не знает границ. Трансграничное сотрудничество – ключевой фактор в сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия. Основной упор мы сделали на укрепление международного сотрудничества в таких сферах, как сохранение биоразнообразия и здоровья экосистем, развитие трансграничного сотрудничества в сфере биоразнообразия, применение принципов зеленой экономики для достижения устойчивого развития, а также выработка инициатив в области регионального сотрудничества для устойчивого использования биоразнообразия. В проекте нашего документа отражены итоги 13-й конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов и ее декларации. Он получил одобрение глобальных экологических организаций. Среди них Всемирный фонд охраны дикой природы, Конвенция ООН по биоразнообразию, ЮНЕП, Рамсарская конвенция, Немецкий союз охраны природы. Выражаю надежду, что наша резолюция получит самую широкую поддержку государств-членов и институтов ООН. Сегодня во всем мире празднуется Международный день пожилых людей. Праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И с 1991 года 1 октября является днем, в который мы поздравляем людей старшего поколения. Главная цель этого дня – обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, у праздника даже есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь, символ доброты и помощи. 1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и роли в обществе. С Международным днем пожилых людей кыргызстанцев поздравил президент Сооронбай Жээнбеков. В поздравлении говорится: уважаемые представители старшего поколения, поздравляю вас с Международным днем пожилых людей. Для нашего народа почитание пожилых, уважение старшего поколения веками были нормой жизни. Мы и впредь должны строго придерживаться этих традиций и обычаев нашего народа, составляющих основу национальной чести. Не только в этот день, но и всегда уважение к людям старшего поколения, всесторонняя поддержка, теплое отношение к каждому пожилому человеку должны быть обыденными явлениями в нашем обществе. Богатый жизненный опыт и глубокая мудрость представителей старшего поколения служат хорошим уроком для нашей молодежи. Выражаю вам огромную благодарность за то, что вы сохраняете духовные сокровища, благородные качества и культурные богатства нашего народа и передаете их подрастающему поколению. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, духа и благополучия, говорится в поздравлении президента.
Посол Кыргызстана в России навестил пострадавших соотечественников Ступино. Напомню, премьер-министр Кубатбек Буронов дал поручение депредставителю предоставить гражданам необходимую медицинскую помощь, а вопросы их размещения в медучреждения взять под личный контроль. С пострадавшими встретился и наш коллега Мирбек Молдакунов. Самочувствие у него лучше. Состояние стабилизировалось. Кыргызстанцы, пострадавшие в результате обрушения надземного перехода на территории складского комплекса компании FM Logistic, идут на поправку. Тяжело больным была сделана операция. По словам врачей, на сегодня их жизни ничего не угрожает. Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов навестил соотечественников. Атайын келдик, ошо биздин мамлекеттин өкмөттүн жетекчилиги биздин мекендештер менен, кыргыздар менен ошо ал акыбалыңарды билейик депчи. 16-летний Алымбек Мамбетов в тот злополучный день решил заработать на карманные расходы. К сожалению, первый рабочий день закончился такой трагедией. Это я так нашел для себя, попробовать что-то как. Вот. А так я не работаю. Я только здесь учился. Вот. Перелом костей таза, множественный перелом костей таза и оскольчатый перелом плечевой кости левой. Когда его доставили в нашу больницу, он был оперирован в экстренном порядке. А мать двоих детей Джилдыс Муминова получила травмы живота и органов брюшной полости. Кроме этого, была сломана рука. Она идет на поправку. На сегодня самым тяжелым среди пострадавших остается 24-летний Ченгиз. Тяжелая черепно-мозговая травма. По экстренным показаниям выполнено оперативное лечение нейрохирургами. Сейчас состояние его стабилизировано. Он переведен к нам на дальнейшее лечение. Планируется оперативное лечение по поводу перелома плюсневых костей левой стопы. Но это будет возможно после улучшения состояния по черепно-мозговой травме. Дипломаты также побывали в Ступинской больнице. На сегодня в Ступинской районной клинической больнице проходит лечение 18 наших соотечественников. У многих переломы верхних и нижних конечностей, а также позвоночника. Кроме этого, многие получили сотрясение головного мозга. Сегодня была оперирована по поводу перелома дистального метаэпифиза лучевой кости. Сегодня немножко будет болеть. Она хотела уехать от нас, но нам удалось ее убедить остаться, получить квалифицированную помощь. Вот. Сегодня сделали операцию, самое страшное уже позади. У каждого соотечественника своя история. У Риты Шатаймировой был куплен билет в Кыргызстан. К сожалению, теперь она увидит родную землю не скоро. Главное, что остались живы, говорит она. Русским врачам, благодаря нашему народу, мы поднялись обратно. Мы упали сильно, но мы все равно, благодаря им, обратно подняли голову. По факту обрушения надземного перехода возбуждено уголовное дело. Кроме следователей, свою работу ведут сотрудники трудовой инспекции. Между тем, логистическая компания оформила на всех пострадавших медстраховку. Обязалась выплатить материальную помощь в виде единовременной заработной платы в размере 50 тысяч рублей всем кыргызстанцам, работавшим в той смене. Уже собирают паспорта для того, чтобы якобы получить компенсацию. А может, посредники снова возникнут и скажут, а вот не дали, а сами паспорта. Поэтому мы будем просить, чтобы каждому персонально, кто больному, пострадавшему дали персонально, отдельно. Не так, чтобы бригадиру дать, и он там распределил. Поэтому будем все отслеживать. Тяжело больным грозит инвалидность. Как говорят врачи, многие выписавшиеся пациенты возвращаются обратно, жалуются на боли. Руководство страны дало поручение диппредставительству до конца отслеживать ситуацию и оказывать всяческое содействие соотечественникам. Мирбек Молдакунов, Асхар Уланулу, Алату-24, Московская область. Премьер-министр Кубатбек Буронов ознакомился с ходом строительства инфекционной больницы. Глава правительства выразил недовольство затягиванием сроков работ, указав, что и по качеству работы имеется ряд нареканий. Представители фирмы-подрядчика и Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заверили, что все работы на объекте будут завершены в ближайшее время. Представители Минздрава сообщили, что в новой инфекционной больнице предусмотрено отделение интенсивной терапии и реанимационной блок. Все палаты будут оснащены необходимым оборудованием и соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.
За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 172 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом. Так, больше всего новых случаев выявлено в Баткенской области – 77, в Джалабадской – 23, в Волжской области – 21 человек, в Бишкеке – 18, в Аше – 11 и 11 заболевших в Чуйской области, 10 в Иссык-Кульской, в Таласской области зафиксирован 1 случай заражения. В Нарынской области новых случаев заражения не выявлено. Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 46 841 случай заражения коронавирусом. И это были все новости к этому часу. Будьте в курсе событий вместе с телеканалом Ала-То 24. Всего самого доброго.